На мольберте жизни красками небес напишу. Во все времена вопрос веры является самым острым и вопиющим. История говорит, что миллионы людей погибли в борьбе за веру. В современном обществе все больше людей мечутся в поисках истины. Молодая девушка Зарина – яркий пример этому. Родившись в мусульманской семье, она исполняла все требования Корана. Но настал момент, когда пришло глубокое осознание того, что нужно что-то менять. Зарина, здравствуй. Здравствуй. Радостно, что ты сегодня с нами. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, нам о том, в какой семье ты воспитывалась. Родилась я в Узбекистане. Все в моей семье, они мусульманы. Они верят в Аллаха. Это Бог. По-арабски, можно сказать так, называют его Аллах. Мой папа читал Коран там по-арабски. Намаз. Намаз это называется тоже по-арабски. Это 5 раз в день молитвы, да. Есть специальное время, когда молишься. То есть каждый мусульманин, он обязан это делать? Да, и я 5 раз в день молилась, и Коран тоже читала. Да. Ты с самого детства исполняла все, что требовалось? Да, потому что я этого хотела. Не знаю, мне вот, может, когда было 6-7 лет, у меня было такое желание, просто хотела знать Аллаха, хотела знать больше, кто Он, зачем Он, и как Он в моей жизни, как я могу с Ним поговорить, почему Он в нашей жизни, почему я должна Ему поклоняться. У меня было так много вопросов, у меня всегда были вопросы, кто Он и зачем, и я своей бабушке, своим родителям сказала, чтобы они мне дали Коран. Я знала, что Коран там написано про Аллаха, что он... Мне надо его читать. Мне надо. Прям хочу я, не хочу, мне надо его прочитать. Понимаю я, не понимаю, мне надо его прочитать. Ты понимала то, что ты читала? Нет, я не понимала. Никогда? Никогда. Я Почему? не понимала, потому что это было по-арабски. Мне говорили, что есть переводы. Коран есть с переводом по-английски, по-русски. Но я была маленькая, я так по-русски не читала хорошо. Я сюда приехала, мне было 8. Они мне сказали, правильно это читать по-арабски. Я говорю, окей, тогда научите меня по-арабски. Научите меня алфавит. Меня сначала учили алфавит, потом как правильно читать Коран. Да, и... То есть ты понимала буквы, понимала алфавит, ты понимала, что ты читаешь, но ты не знала значения того, что ты читаешь? Нет, я не знала значения. Я знала алфавит, я знала, как буквы читать, но не знала, что там написано. И это нормально считается? Это считается нормально. Я думала, что это ненормально. Я хотела, чтобы мне кто-то переводил. Но как-то никогда не было такого, чтобы мне кто-то... Я не помню, когда мне кто-то переводил. Я просто делала, что надо, что правильно. Я знала, что так правильно. Мне сказали, что по-арабски правильно, значит, буду по-арабски читать. Хорошо, Зарина, ты исполняла все, что требовалось от настоящей мусульманки. Да. Ты носила правильную одежду, ты молилась 5 раз в день, исполняла все посты, ты читала Коран на арабском оригинальном языке. Да. Чего тебе не хватало? Мне не хватало, что Аллах не видит меня. Как бы я знала, что есть Аллах, это Бог по-русски. Но я хотела от Него что-то больше. Я хотела, чтобы Он меня видел, хотела с Ним просто поговорить. Когда я молилась, я хотела просто с Ним поговорить. Я хотела Ему сказать, просто объяснить Ему что-то, может, чтобы Он мне ответил. Мне говорили, как молиться. Вот это вот была проблема, что мне говорили, как правильно надо молиться, как надо поклоняться, как надо специально мыть руки сначала. Там вот это вот все надо проходить, чтобы молиться. Да. И какие слова надо говорить. А я думаю, хорошо, ладно, да, я буду так это делать, но почему я не могу просто с Ним поговорить? Очень интересно. То есть тебе об этом никто не говорил, никто не внушал, у тебя просто такое было внутри желание найти близкого отношения с Аллахом, с Богом, да? Да. В какой момент ты поняла, что нужно что-то менять, что что-то ты хочешь изменить в своей жизни, в особенности в духовной сфере, в вере? Мне было 15 лет, когда я бросила все, когда я сказала, я не буду читать больше Коран, я не буду молиться. Это было непослушание? Да, я не буду молиться 5 раз в день, не буду делать намаз,
потому что это ничего для меня не делает. Вот мне 15 лет, я это сказала, сколько лет с детства я делаю намаз, молюсь к Аллаху, читаю Коран, и ничего, и пусто, в душе пусто, просто пусто. Я сказала: все, зачем мне это делать, если нету ответа, нету любви от Бога, от Аллаха? Почему тогда в этот переломный момент тебя привлек именно Иисус Христос, а не какая-нибудь другая вера, другая религия? Я не могу сказать именно Иисус Христос, потому что мне о нем никто никогда не рассказывал. Я не знала, что такое Иисус Христос. Как ты пришла к этому? У меня было всегда такое желание, что есть Бог, есть что-то, что должно меня спасти, что должно мне ответ дать. Я знала, я чувствовала, что есть ответ. Вот мои родители, мои учителя, которые меня учили, никто не мог мне ответить. У меня была подружка, я говорю: а куда ты собираешься? Она: в церковь. Я говорю: о, в церковь, а что ты там делаешь? Что тебя там учат? Что ты там делаешь? Так много вопросов я ей задавала, что она говорит: давай ты придешь со мной на следующей неделе, на следующее собрание придешь со мной, и может... Пастырь или какой-то служитель сможет ответить. Да, может, если ты хочешь знать так много, давай поедем, я тебя отвезу там просто один раз. Я говорю: ты что, меня мама не пустит, меня папа не пустит, это же так, это же церковь, я же мусульманка, я не имею должна, права, не могу. Не имею, да. Она говорит: ну, ты спроси. Я пошла домой, и меня так трясло, я так боялась спроси у мамы, потому что это такой вопрос, это другая религия, это другой Бог. И я говорю: мам, там Катя ходит в церковь, и... мама знала Катю, она хорошая, порядочная такая, приятная, и мы с ней хорошо дружили, и мама доверяла ей, хорошая подружка у меня. И я говорю: можно мне пойти один раз? Один раз пойду, мам, один раз, я пообещаю, больше не пойду, один раз. Она подумала, что ну ладно, один раз. Я пошла, и там они Библии читали и песни пели по-английски, и я все понимала. Когда они Библию читали, я ничего не понимала. Я не знала, о чем они разговаривают вообще. Катя мне так рассказывала, но это для меня было все так мутно, я не знала, что это... И когда они начали петь песни, они начали молиться, они вокруг стоят и молятся, и я смотрю на всех и наблюдаю, как все молятся, и что они делают, что они говорят, и какие песни, и слова в песнях, да. И меня это так тронуло, мне как будто какая-то любовь появилась в сердце, как будто я нашла свое что-то. И мне очень понравилось, мне очень было приятно быть там, и я хотела еще раз пойти. Даже когда мы были на собрании, меня в церкви, девочки там меня взяли за руки и молились со мной. Я на них просто смотрю, я не знаю, что мне делать. Я не как знаю, себя вести как в себя такой вести, ситуации? да, что мне делать? Мне тоже молиться? Что мне говорить? А что Аллах? Кому говорить? Да, а что Аллах подумает обо мне? А что он меня накажет? Что мне делать? У меня было так много эмоций, я не знала, что мне делать, но я знала, что мне нравится быть тут. Я знала, что есть... Ты чувствовала любовь? Я чувствовала что-то живое. Я чувствовала, я не могу это объяснить, это просто радость такая, какая-то любовь, что есть что-то тут, что мне нравится. Ты рассказывала о том моменте, что когда ты еще была маленькой девочкой в школе, ты случайно увидела детскую Библию. Это было во 2 классе, это было еще до Кати, когда я еще не знала Катю, мы встретились аж в 9 классе, это было во 2 классе. Когда я еще Коран читала, намаз делала, да. И во 2 классе со мной сидела девочка, и я ее не помню. Я не знаю, если она была моей подружкой, не знаю. Но у нее была Библия, детская Библия. Ты не знала, что это Библия на тот момент? Не знала. В тот момент просто книжка с картинками? Просто сейчас я знаю, а тогда я не знала, что это за книжка. Она была просто такая разноцветная, красивая. Что я запомнила, это когда Бог звал Самуила.
Когда он его звал, а Самуил не знал, кто его зовет, думал, что это Илья. И он приходил к нему и говорит: ты меня зовешь? А он сказал, что нет, это не я тебя зову. Пару раз его Бог так звал. И когда я это читала, что Бог зовет Самуила, а Самуил так, кто это меня зовет? И меня это увлекло. Это как было связано со мной, что как будто меня Бог зовет, и я думаю, ну кто это? Кто Где меня ты? зовет? Где это? Откуда этот голос? И вот так же он. И когда он уже пару раз его позвал, и он уже понял, ну, что это, Илья ему сказал, что это Бог, иди ложись, если он тебя еще раз позовет, скажи, что это я, что я тут. И меня эта история, я ее запомнила на всю жизнь. Библия такая большая, в ней так много историй, и я именно эту историю прочитала. Именно это. Это было так для меня. Я никому не рассказывала, ни маме не рассказывала. Я ребенок во 2 классе, могла бы прийти домой, рассказать маме. Что там? Да, мама, я такое прочитала. Спросить. Нет, я знала, что я не могу это рассказать. Это такое. Это мне нравится, но я не поделюсь ни с кем. Это мне очень понравилась эта история. Она была со мной всегда, я ее всегда вспоминала, что Бог зовет кого-то и кто-то отвечает, да, что есть какой-то что контакт. есть, да. И у меня была такая надежда, что может есть Бог на свете, может есть Он, может Он меня тоже зовет, как Самуила. Как ты пришла к тому моменту, что все, я хочу окончательно отдать свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу. Я принимаю Христа не просто как одного из пророков, как учит Коран, правильно? Да. А как Бога, как моего Спасителя. Как ты пришла к этому моменту полностью? Я покаялась, приняла Христа в свое сердце. Когда я с Катей пошла в первый раз, я больше не ходила. Меня мама, папа не пускали, потому что это церковь, это другая религия. И потом я встретила Славика. Сейчас он Твой муж? Да. Катя меня познакомила со Славиком. Он христианин, правильно? Да. Это было прям через пару недель. Вот я пришла, когда на первое собрание, через пару недель я встретила Славика. Мы просто с ним дружили, и я ему сказала, что я хочу пойти на собрание. Он меня всегда приглашал, как хороший христианин, он меня приглашал в церковь. Он знал, что я мусульманка, он знал Библию, он знал больше, чем я. И он видел, как я мучаюсь и как мне плохо. И я ему сказала, что я хочу пойти, хочу один раз пойти. И меня мама, папа только пускали на праздники, потому что праздник — это другое. По-другому, это как да. праздник, как день рождения, можно пойти. Праздник, там еда в церкви, там люди пообщаются, да. Меня никто ничего не заставляет. Я всегда маме говорила: мам, я пойду, не бойся, меня никто не заставляет Библию читать. Меня никто не говорит, что мне делать, как мне молиться, меня никто не заставляет, я просто хочу пойти. И я вот так вот год ходила, только на праздники, да. И потом я начала учиться, я начала понимать в церкви, когда проповедуют, я начала слушать. Я на телефоне записала Библию, на телефоне своем, потому что книгу я не могла принести с собой. Мне бы мама выкинула, да, в дом. Она бы, у меня есть Коран, зачем мне Библия? И я ее читала. Я не знала, откуда мне читать. Она была такая большая. Начала читать с первой страницы, как Бог сотворил свет, да, и все такое. И мне это было так интересно для меня. Я ее читала. Не знала про Старый Завет, про Новый Завет, ничего не знала. Это так много надо. Просто как книгу, да? Да, просто Всё читала новое. как книгу. И мне нравилось. И вот разница в том, что когда я читала Коран, я ничего не понимала. Я ничего не понимала, я его просто читала, знала, что надо читать. А когда я начала читать Библию, я понимала, что я читаю. И там было написано про Бога, и что Он не Аллах, а Бог. Я начала Старый Завет читать. Ты сразу почувствовала разницу, что это не одно и то же? Сразу почувствовала разницу, да. Я сразу почувствовала разницу, она мне понравилась. Мне хотелось ее читать, я не хотела бросать, я хотела учиться, хотела узнавать, что там дальше написано, истории. Даже в церкви, когда песни пели, песни меня очень касались, тронули мое сердце, потому что там было все просто. В Библии очень много историй, надо долго сидеть и читать. А когда я ходила на собрание, там хор когда пел, когда пели, это было мое самое любимое.
Я Славику говорила, что это мое... Я вот Что хожу, тебе нравится да, это, вот да. когда проповедуют, может, я не понимаю, что они проповедуют, но когда песни поют, мне прям сердце радуется. Мне нравятся слова в песнях, там про Бога они говорят, про Иисуса. Я уже узнала, кто такой Иисус, что Он сын от Бога и что Он Бог. Я начала даже фильмы смотреть вот про Иисуса, там есть фильмы. Я начала учиться, и мне это все нравилось, и мне все касалось мое сердце, и я просто хотела идти и идти дальше, и идти дальше, и учиться дальше. А Славик мне много рассказывал, мне было много вопросов. У пастора я много вопросов спрашивала про христианство, что надо делать, как надо надеваться. Я хотела быть правильной, все правильно делать. Хотела вот все правильно Как делать. в мусульманстве Как в ты хотела мусульманстве. быть правильной, так и в христианстве. Как в мусульманстве, да. И я хотела попробовать. И вот я попробовала, и мне понравилось, и мне открылось. И мне Иисус открылся, и Он мне открылся, и я знаю, что есть Бог, и мне Когда нравилось. ты покаялась? Покаялась я в июле 2015 году, 5 июля. Я решила, что я хочу принять Водное крещение. водное крещение. Да. Один раз на собрании пастор дал всем знать, что будет летом. Это было осенью, а летом будет на следующий год водное крещение, кто хочет. Я Славику сказала, я ему говорю, я хочу принять. Я тогда только пару месяцев, может, ходила только на праздники. Да. Но я дома читала Библию на телефоне. Я на интернете все находила, фильмы смотрела. Мне все было интересно. Славик мне много рассказывал. И я хотела этого, меня тянуло туда. И я знала, что я хотела принять водное крещение. Мне объяснили, что такое водное крещение. Ходила к пастырю много раз. Он мне объяснял, что это такое. Он мне говорил, я у него все вопросы спрашивала, он мне все отвечал. И он знал все ответы на мои вопросы. И вот это, что мне нравилось. Удивительно, да? Да. А когда я спрашивала про Аллаха у моих учительниц, они не знали, что мне ответить. Они не знали, было так пусто и было так печально. А когда я пришла в церковь и сказала, у пастыря все спрашивала. Я маме своей сказала, что будет крещение, водное крещение. Она знает, что это такое. И я родителям сказала, бабушке сказала, все узнали, что Зарина хочет принять. Мне было 17 лет. И они меня поругали, сказали нет. Это другая религия. В кого ты веришь? Зачем? Кто это такой Иисус Христос? Я маме своей сказала, я говорю, мам, я верю в Иисуса. Я знаю, что Он есть, я знаю, что Он настоящий. Он мне помогает, Он мне духовно помогает, мне хорошо с Ним, мне хорошо быть в церкви. Я хочу это, я хочу как так твоя жить. мама, ты говорила, что долгое время она была против? Они очень долгое время были против, да. Но я их не толкала, я их не умоляла, я своих родителей люблю, уважаю. Я знала, что их надо уважать, какие бы они ни были, ругали меня, не ругали, не разрешали, разрешали. Я знала, что их надо уважать. Я молилась про это, я знала, что надо молиться. Я молилась к Иисусу, я молилась, я ему говорила, ты знаешь лучше. Да. Ты знаешь, и ты знаешь мое время, ты знаешь, когда мне надо покаяться, ты знаешь, если мне надо на следующее лето покаяться, это будет. Это все в твоих руках, да. Это все будет, как ты скажешь. Ты просто помоги мне, как мне с моей мамой, как с папой, как мне с бабушкой, от меня все отказались. Что мне делать? Что мне делать? Помоги мне. Через них как-нибудь откройся. И один день, когда я пришла домой, меня мама посадила, и я не ожидала. Я не ожидала прийти домой со школы, и чтобы мне мама что-то сказала. Я села, она мне сказала, Зарина, если ты хочешь на следующее лето, это через пару месяцев было, в июле, если ты хочешь принять крещение, я буду там с тобой. Я тебе разрешаю, это твой путь, если ты хочешь, ты можешь это сделать, я буду там с тобой. Что произошло, что повлияло на твою маму? Мои молитвы. Мои молитвы. Господь, безусловно. Это только Бог. Она мне сказала, что у нее был сон. Она такими словами сказала мне, что ей Бог дал Откровение. откровение, да. Она мне сказала такими словами.
Она мне не сказала Аллах, она мне сказала, я думаю, что это мне Бог дал. Потому что я не знаю, как я бы тебе Она сама не знала, как она мне бы такое Это разрешила. чудо. Да. Это чудо. Она мне сказала, что у нее был сон, и в этом сне я лежала виноградник был, и я лежала под ним, и было солнце, радуга, все было хорошо. И когда она меня оттуда забирала, она мне говорила: Зарина, пойдем, не лежи тут. Как бы не будь, не находись там. Почему-то хотела меня оттуда забрать. Она меня оттуда забирала, и это было, во сне. И я говорю: нет, я хочу тут остаться, я хочу тут остаться. Она: нет, она меня потянула за руку, и этот виноградник, и солнце, это все ушло, виноградник завял, и все было темно. И она как посмотрела на это, и она поняла, что меня не надо было оттуда забирать. Я должна быть там. Это мое место. Там было все хорошо, когда я была там. Когда она меня оттуда забрала, все завяло, все ушло. И все, это был Пришло сон. понимание, что это вера, да, это христианство. Да, что нельзя забирать от Христа. Я не знаю, как бы еще Бог ей бы это сказал, только через сон. Я не знаю, как бы он ей бы еще открылся. Он знает лучший метод, лучший способ. Да, и она мне Лучший сказала, говорит: Зарина, если ты хочешь, это твоя жизнь, это твой путь, если ты знаешь, что так будет лучше, если тебе там хорошо, я тебе разрешаю. И она была там. Аллилуйя. Она была там. Она одна была там. Ни папа, ни бабушка, никто не был. Мои сестры были, у меня маленькие сестрички. С моей семьи только мама была там. Слава она даже Господу. Плакала. Это Я не прекрасно, знаю, это радостно. Это Бог так. Это я молилась, и я знала, что Он ей откроется. Я знала. На мольберте жизни красками небес напишу. Как изменилась твоя жизнь после покаяния, после принятия водного крещения, заключения завета с Богом? Я стала свободной. Я чувствую себя свободной. Когда я была мусульманкой, я чувствовала, как будто я завязанная, как будто мне надо это делать, мне надо то делать, но ничего не получается, никакого ответа. Аллах, Он не отвечает мне. Когда я покаялась, когда приняла Иисуса как своего Спасителя. Бога, да, тогда у меня в сердце уже спокойно стало. Я замуж вышла, у меня сейчас хороший муж, он сам хороший христианин, его семья тоже. Это большое благословение, что у меня такой муж попался хороший, и церковь хорошая, они мне помогают. Хорошо попался, да? Хорошо. И у меня сейчас все ответы есть. У меня есть все ответы, что есть живой Бог, Он меня знает, Он меня любит, Он живой. Слава Господу. Зарина, какую разницу ты можешь назвать между верой в Аллаха и верой в Бога, в Христа? Я не могу сказать, что Аллах, Он живой, что Он есть. Я не могу это доказать, но я могу пообещать, что Иисус, Он настоящий. Он настоящий. Есть Отец, То есть Сын ты уверена, и Дух ты Святой. чувствуешь Есть, да. Я знаю, что тяжело поверить в такую вещь, что я просто чувствую. Но моя жизнь изменилась, он мне открылся, я знаю, что Он живой, я знаю, что у меня просто благословение в жизни, у меня все хорошо. И я когда молюсь, я когда разговариваю с Иисусом, когда я хожу в церковь, у меня все хорошо, мне очень приятно, я очень люблю, я очень люблю, что я делаю, что у меня такой Бог, что я могу назвать Иисус Христос, что Он мой Бог, что Он живой. Аллилуйя, слава Господу. Последний вопрос, о чем бы хотелось тебя спросить. Много людей верят в то, что христианство, ислам — это люди верят в одного и того же Бога, просто называют его по-другому или идут разными путями. Вот как гора, путь один, да? Точнее, гора, цель одна, Бог один, разные пути. Можешь ли ты сказать, что христианство и ислам — это одно и то же? Или это радикально нет? Нет. Абсолютно. Абсолютно нет. Сколько бы лет ты жил как мусульман и делал все, что надо делать как мусульман, ничего от этого не выйдет. Надо иметь веру, надо иметь желание, чтобы найти Бога. Если ты этого хочешь, надо его найти. Я его искала.
Я знала, что он есть. Я не знала, как его зовут, я не знаю, кто он, я не знаю, как он выглядит. Но хочу найти Но истину. его хочу услышать, хочу его почувствовать. Это большая разница, это не одно и то же. В Библии есть ответы на все вопросы. Аминь. Зарина, спасибо тебе огромное за твою искренность и смелость рассказать свою историю. Это важно, это ценно. Пусть Бог благословит тебя. Спасибо. В книге «Деяния святых апостолов» 4 главе 12 стихом написано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисус Христос». Вечную жизнь и спасение обретет только тот, кто искренне поверит в Иисуса как Сына Божьего, пришедшего во плоти на эту землю через Деву Марию, умершего на Голгофском кресте за грехи всего человечества и на 3-й день воскресшего. Дорогой друг, обратись к Нему сегодня, Он ждет тебя.